Нюргун мне сейчас сообщил интересную новость. Как у нас обстоят дела охотничьи, Нюргун, расскажи. Всем доброе утро! Я рад приветствовать вас на просторах Лены в Якутии. Мы находимся где-то порядка 300 километров вниз по течению от Якутска. Вот там впереди поселок Сангар, где-то километров 30, может быть. Позавчера мы туда пришли, сплавились, дошли. Потом решили, что искать место будем вот на этих островах вверх по течению обратно. И весь день вчера искали место. И место вот наш капитан Нюргун, кочевник, нам организовал все это мероприятие. Мы спускаемся на катамаране. Вот вчера долго искали место, подходящее именно для охоты. Я себе на самом деле в голове представлял, что это будут острова, там где деревья, лес, там что-нибудь такое, сосны. А мы пришли вот на такой песчаный островок, который поросший тальником. Именно для охоты это место оказалось оптимально из тех, что мы видели, потому что мы прошли все острова практически, а катамаран идет медленно. Именно против течения это было весь день, часов 7-8 где-то вот так вот мы шли, пока вот. А этот островок, он практически крайний, то есть дальше уже туда открытые просторы, там островов мало, то есть кусок Лены такой. У нас уже не было надежды, что мы что-то найдем, но вот нашли. Место хорошее, потому что мы находимся посреди реки практически. И очень высока вероятность, что турпан, у нас охота на турпана, на утку, будет пролетать именно здесь. И здесь еще мы смотрели место, чтобы было удобно собирать. Потому что одно дело подстрелить утку, она может упасть. Тут же кругом острова, их окружают протоки. Протоки имеют сильное течение. И нужно было найти такое место, где нет сильного мощного течения. И вот видите, вот здесь вот такие вот лужицы получаются. И в них, в принципе, вот течения нету. И вот наш скородок. Вчера мы его смастерили, к охоте подготовились. Утки, манки размещены. Моя байдарка тоже наготове. Моя задача будет собирать дичь, потому что, во-первых, у меня нет разрешения на оружие, я пока его еще не получил. Во-вторых, я не хочу стрелять в птиц. Мне пока, мне кажется, я не смогу этого сделать. Я даже не знаю, как я сейчас перенесу эту охоту психологически, потому что у меня с этим делом сложновато. Я рыбу, когда ловлю, отпускаю, если совсем нет необходимости ее оставлять, чтобы поесть. Но так как я решил, что я хочу знакомиться с культурами разных народов, сейчас я живу среди народа Саха в Якутии, я должен проникаться их традициями, их культурой, а как зачастую охота, рыбалка является неотъемлемой частью жизни большинства народов, населяющих планету, в принципе, да. Я имею в виду народы не те, которые живут в цивилизации, в благоустройстве, а именно те, которые живут в единении с природой. И они вынуждены заниматься охотой, рыболовством, сельское хозяйство, все это для того, чтобы, в принципе, существовать, выживать. Поэтому мне очень важно как-то сейчас находить компромисс со своими внутренними принципами. Мне нужно на это смотреть с более холодной головой. Островок небольшой получается, такой песчаный. Вот там уже конец. Якутск в ту сторону, вверх по течению. И вот там стоит наш катамаран. Еще лед лежит. Хотя лето началось, видите, какой вот парадокс Якутии. Лето здесь очень теплое. Еще несколько дней назад было 30 градусов, жара стояла. Сейчас чуть похолодало, в принципе, не холодно. Градусов сейчас 20 есть точно. Но льды вот так вот лежат. Потихоньку тает. Видите, здесь вот так вот все, берег раскорежен. Это по весне, когда лед скрывается. Он ломает берега островов, давит на берега, наседает на них. И вот так вот, видите, прям сносит все. Это тоже такая вот, мы когда плыли вдоль берегов, вот много таких мест, где вот
Прям срезается вот берег льдами. Время 10 утра. Готовим завтрак. Вот наш катамаран, на котором мы сюда пришли. Сейчас Нюргун будет нам готовить свое фирменное блюдо. Нюргун Кочевник наш капитан. Егор Николаевич, охотник. По совместительству морж. Имеет много внуков, правнуков. 2. Дрова надо. Да, сейчас я оттуда потаскаю. Сухие принесите. Вот там, на той стороне острова. Тут у нас, видите, остров весь из стальника состоит. Дров нет, и все, что мы можем находить из нормальных дров, это топляки, которые сюда вот такие вот приплывают. Так как течение идет оттуда, они вот в основном на той стороне острова. Вот я вот парочку принес. Сейчас надо пилу собрать. Вот так я устроился. Здесь свои палатки. Закинуть сперва тушенку, она закипит, сразу положу борщ в банках. Она тоже закипит, и под конец я положу лук. И все. Нюргун мне сейчас сообщил интересную новость. Как у нас обстоят дела охотничьи, Нюргун, расскажи. Чувствую, что вот тут чайки нам не дадут нормально поохотиться. Они же тоже охраняют свою территорию. А вот на этом острове они гнездятся. Поэтому всех птиц остальных, в том числе и турпанов, они выгоняют. Вот. Поэтому нам лучше, наверное, свинтить оттуда и не мешать чайкам тут Гнездовать. жить. Да? Да. Вот раз ночью я заметил такую картину. Значит, сижу в скоротке. К манкам сел чирок, самка. И над ним начала кружиться чайка и выгонять. И чурок улетел. А куда дальше? Думаешь, вниз или вверх по течению обратно пойдем? Вот это место очень хорошее, потому что вот это место узкая река, и утка все равно мимо не пройдет она. Только чайки, получается, наши препятствия. В остальном Да, здесь все идеально. что, ну, будет уроком. Это единственное, что мы вчера нашли, учитывая, что мы сколько островов прошли. Весь день шли. Течение, например, я понимаю, что утка где-то ищет такие спокойные места, чтобы отдохнуть. На течении она не будет отдыхать, стоять на течении. И потом неудобно уток, если ты добыл топан, например, его течение может унести. И каждый раз вот это дергать катамаран тоже не дело. Поэтому нужно искать такие места, чтобы минимум течения было. А тут вот сейчас вот в данный момент это очень сложно, потому что воды очень много. Так что у нас приключение продолжается. Это даже интересно, что вот сейчас мы вместе с вами будем в поиске следующего нового места. Я вот пока сейчас вам шел, рассказывал, думал, все, наши поиски закончились. И уже мыслями обосновался здесь на несколько дней. А нет. Нюргун любит делать сюрпризы. Еще серьезный бонус катамаранов, который я очень оценил, мои друзья поймут, это то, что на нем можно тащить с собой очень много вещей. Да? Например, такой вот стол, скамейки, разместиться где-нибудь поудобней. Сейчас пока кушаем, продолжаем получать интересную и полезную информацию. Бывает, охотники ставят чучело вороны, да, даже вороны, вот, цапли. То есть это обозначает, что спокойствие на острове. Утки это видят, и это их как бы снимает их беспокойство. И отдыхает. И они летят. Хороший способ мытья посуды. И вот не надо никакого хори. Ну все, мы собрались. Прощаемся с островом. Покидаем в поисках нового. Я решил его оплыться, осмотреться. И возникла у меня такая интересная идея, чтобы пойти за катамараном на байдарке. Они меня страховать будут, если что, если вдруг там что-нибудь с течением. Ну и проверю как раз вот то, что я по линии вот так вот плавал только когда вот мы ходили на КТМ. Но мы вниз по течению шли и шли вдоль берега. Испытаю, в общем, течение Лены на своей байдарке. Новое весло. Старое умудрился потерять, но до этого я его сломал, поэтому ничего страшного. И плавно входим в течение. Это уже другое дело. Ну ты, да, я видел, что ты когда завязывал, что он именно так развяжется. Надо просто запомнить технику. Прикольный. Смотри, просто. Ну-ка. Вот. Ага.
Так не показывают. Ты скажи, как называется это узел? Томту. Тумту. Это лошадей завязывают? Да. Лошадей. Раз. Ага. Дергаешь его. Чик. Всё. А держит крепко, да? Лошадь дергает, не, ну, если там. Все, идем, выходим. Фух. Ну, конечно, чтобы успевать за катамараном, приходится угребаться конкретно. Сейчас я решил, что мы причалюсь я к катамарану. Завяжи такой, чтобы я его еще сдернул. Вот это, да, это наш. Наш. Фу, теперь будет у меня развлекуха. Вот, можно и расслабиться теперь. Кайфануть. Слушайте, это очень забавно получается. Я прям вообще тащусь. Вроде как это и сплав. Потому что я на байдарке плыву по линии против течения. Но и не сплав, потому что я сам-то не гребу. Я сейчас прям вот медитирую. Так вот сознание очищаю, освобождаю от лишних мыслей. Наслаждаюсь. Охота еще не началась, а уже столько всего прикольного. Даже сам поиск места — это очень забавное приключение. Даже если охота будет неудачной, я уже очень круто провел время. Я надеюсь, охота будет удачной, потому что все-таки мужики-охотники, они приехали за результатом, а не как я отдохнуть. Поэтому я надеюсь, что общий наш труд будет вознагражден. Впереди какой-то маленький такой же песчаный остров. Я так понимаю, что Нюргун взял курс на него. И он находится прямо вот посреди фарватера. Вот Ленов сама вот. Ну, это тоже остров, правда, вот этот большой. Но он уже близко к берегу стоит. То есть, по сути, здесь вот Лена на всю ширину. Издалека остров гораздо меньше кажется. А так вот смотришь, такой здоровый. Больше, чем тот, где мы были. Тренинговать можно будет. Хорошее место. Хорошая, да? Ничего себе пляж! На мой взгляд, это очень круто, что мы перемещаемся туда-сюда. Я так всегда очень любил. Если ты приходишь на одно место, встаешь там лагерем и там все время проводишь и уходишь, то по сути у тебя в голове остается только вот это место и все. А так мы уже сколько мест увидели, пока плывем. Это же прикольно. Здесь вот по-другому совсем, чем на том острове. То есть каждый необычный по-своему. Скородок чей-то. Готовый скородок. Ничего себе. Значит, место хорошее, если его сделано. По идее, люди так основательно его капитально отрыли. О, сколько здесь вообще дров за глаза. Единственное, что сейчас он нам не подойдет, потому что здесь воды перед нами нету. Нам придется организовать где-то в другом месте. Профили ставят. Какие профили? Профили гусей ставят. На песке именно? Я думал, что это сделано было, когда воды было много. Не. Нет? Карты играли. Ух Коля, ты. Леха, Айсен был. Да? Ну-ка. Коля, Леха, Айсен.
Здорово, мужики, привет вам. Если увидите. Нормально, так Первое поиграли. место Леха, поздравляем. Ого. Ну, на гуся сидят тут. Вот этот. И вот коренной. И мы в середине ровно стоим. Как раз вон там, в конце острова, да? Течения нету. Там такой вот такой. Ну, Да, улово такой да, получился. и там можно и поспринговать, и просто спокойно манки поставить можно. Спокойно собирать. Паны любят такие глубокие места, где можно вот понырять и так далее. Они же нырковые. Они лучше сядут на глубокие места. Так вот, да? Видишь? Гильзы есть, нет? Много гильз? Есть, ага. Гильзы, да, вот. Феттер. Стреляли. На гуся это хорошее место. А гусь уже поздно? Не, идет, идет. Сейчас как. Во, прикол будет, если сейчас поймаю что-нибудь. Вот только включил камеру. Пробный заброс. И бам! Все, поймал корягу. Сейчас там попробую. Как тут лучше-то? Видишь, пену крутит. Ага. Вот где крутит ее, да, И нужно? главное, вот надо блесну на поверхности это стащить. Понял. Чтобы она не сильно этот... Рыба все равно у берега стоит она сейчас по-любому. Если она здесь есть, то она поймает. Нет, рыбы нет. Давно бы взял. Еще нашли один скородок. Сейчас мы его одолжим. Спасибо тем, кто его сделал. Вернем в целости и сохранности на место. Ну все, сейчас потащим. Скамейка еще, тут удобно сидеть. Угу, вот я вижу, да. Спинка такая, да, чтобы можно облокачиваться так. Да, да, удобно. Нормально вообще, прикольно. Чтобы- Есть заяц, да? Ага. Нашли вот заячьи какахи. Да, дай. У. Как раз вот смотрим. Выставим, чтобы ровно стоял. Патроны. Давай, да. Значит, здесь и сидели Ну-ка, туда охотники. унесем на ровную поверхность. Ну, присаживайтесь. О, удобно так вообще? Со спинкой. да? Ну. Сейчас расставляем манки. Утки наши. О, здесь вообще то, что скородок готовый. Вообще 5 сек раз и все. Ну, вы показываете, где, да? Загружайте. Там длинные веревки-то. Вот эту веревку опускайте и воду вот так. Ага, ага, да, чтобы она набралась туда. Да. Да. Я усек. Ага. И далеко не надо. Ну, дальше скажете. Сейчас еще чуть. Течение. Или вы покидаете, а я их попереворачиваю, да? Чтобы мне с ними туда-сюда не плавать. Так. Оп. Вот так вот рядом нежелательно, чтобы стояли, чтобы они друг друга вот так вот не стучали. Сегодня мы хоть быстро справились. Вон те острова, где мы стояли. Мы просто шли против течения, поэтому так, ну, где-то час мы шли, не так долго. Сразу переместились сюда, все быстренько расставили. Сейчас время 3:30 день, так что вообще нормально. Теперь у меня стоит задача персонального характера найти кайфовое место для лагеря. Если мы тут уже конкретно обоснуемся сейчас, как минимум до 4 числа, то надо что-то такое поискать интересное. И хочется, чтобы вот у меня из палатки был прикольный вид. Ну, больше всего мне здесь нравится вид на вот эти вот горы. На песочке хорошо, но если дождь пойдет, мне кажется, здесь не так приятно будет, да? Почему? Ну, вот это все в грязь такую превратится. В мокрую кашу.
Все, что жду хорошей погоды весь вечер, чтобы поснимать, но походу не дождусь. Ветрюганище сейчас, может дождь скоро будет. Вот я тут спрятался. Дует, задувает. Нюргун с Жилустаном засели, а Егор Николаевич с Василием Романовичем легли спать. Я сейчас вот и нашел место там лагеря, сейчас покажу. Ну, пока лагерь сделаю, там подумаю, потому что мужики, по идее, хотят сейчас сидеть в кратке там до 6 утра, потом будить другую смену. Сейчас я спрошу, какое там место мне в этих двух сменах. Есть ли смысл сейчас с ними ночь сторожить? Потому что по утке, ну, что-то вообще никак. Весь день ничего нету. Пусто. Ну, парочки пролетали, а так, чтобы, ну, какие-то стаи были, которые могли бы сесть, что-то тоскливо. Вот этот остров, получается, тоже с чайками, но он, по крайней мере, очень большой. Тот был маленький, а этот здоровый. Вот он оттуда. Ну, завтра я все, ну, хочу хорошую погоду, покажу потом, наверное, в следующей серии уже. Эту надо заканчивать. Здесь, походу, чайки везде на таких островах. Здесь, по крайней мере, масштабы больше. Они вот отсюда улетели. Сейчас их тут нету. Мы их согнали. Да, конечно, остров открытый, ветрюганище. Мы же посреди Лены находимся. Тоже. Ветер всегда самое напрягающее в походах. Ну и дождь, конечно, нежелательно. О, а у меня здесь как будто бы более-менее местечко. Сейчас вещи перетаскиваю. Вот так вот я тут устроился. Не люблю песок, поэтому вот под нее тент кинул, чтобы так выходить, не по песку, а вещи тут складывать. Сейчас буду разбираться с видами на сопки. Вот так вот. И финальный штрих. Кайфовая подушечка. А что, я люблю жить в комфорте. Как ни крути. Читаю сейчас книгу Джен Синсеро. Не ссы. Очень рекомендую. Вот по мне сейчас именно то, что надо в данный момент, в данный период моего развития, моей жизни. Я думаю, что подойдет очень многим. Пойдемте проведаем охотников. Так, надо, кстати, байдарку как-нибудь так привязать, что ли, туда. Чтобы она... Ну, как тут наши охотники? Сидим. Сидите, тут у вас не дует сильно, в принципе, да? Да, Нормально? как раз сзади. Сзади, да? Ну, закрыто все. Вот так. Сидим потихоньку. Сейчас мы с нашими зрителями представим, каково это сидеть в засаде на турпана. Ну-ка, опа. Турпан может появиться в любой момент. Он же проходом, да, идет? Да, он проходом идет, увидит, захочет, ну, отдохнуть, сядь. И с ним вот тут встретим. Надо его ловить. Это же вот почему дежурить надо, да, по очереди. Вы сейчас Да, до да. 6 утра будете сидеть, да, получается? Мгм. Ну, вид такой, да, у вас хороший хоть здесь. Ветра нет. Мгм. Можно посидеть, главное не заснуть с таким видом умиротворяющим. Ладно, на этом закончим. Какая у нас, даже ничего не знаю, будет часть, вторая или третья. Надеюсь, следующая будет конкретная уже охота. Пора к ней переходить уже. У нас 3 дня мы, да, где-то еще примерно будем. Да, примерно так. Двигаться уже не будем отсюда никуда. Нет, наверное, уже. Мне кажется, лучше мест уже, ну, Лучше не найдем. это оптимальное, что можно найти по расположению, наверное. Ладно, все. Всем счастливо, до следующих встреч. До охоты. Может быть, она где-то в верховьях. Лена застряла из-за погоды, может, не дает. Она все равно придет. Ну не проходил же еще, мы бы его встретили Нет, по мы, дороге, мы да? бы его увидели по дороге. Ну. Нас уток не было. Мы не могли пропустить, так что ждем.